приход Трампа к власти должен был бы оздоровить как-то вот этот весь процесс, и очень многие, я думаю, что и в России, и в Украине, и во всем мире ожидали завершения этой войны. Шанс мира, да. Да, поиска вот того самого, я не знаю, той самой таблетки, которая могла бы закрыть эту проблему. Не случилось, как мы видим, но мне хочется узнать, вот последний саммит НАТО, Украина ожидала чего-то, потому что Украина всегда ожидает чего-то, сейчас так и как Россия от Америки, да? То есть очень много ожиданий от Трампа, американского президента. В чем главный результат этого саммита для Украины? Потому что я читала «Европейскую правду», материал Сергея Сидоренко, который говорит о том, что Трамп выиграл на этом саммите, и был выигрыш у украинского народа. Что украинский народ выиграл на этом саммите? Какая польза украинскому народу? То, что не прекратится помощь НАТО Украине. Трамп выиграл тем, что от него еще много чего зависит. Потому что сегодня выход США из НАТО, к чему он там намекал и очень испугал. Система сегодня Европа может защитить 3 армии только в мире. Вот сегодняшняя Европа. Я недавно слушал саммит, который проходил, перед саммитом НАТО проходила большая конференция в Брюсселе, там принимал участие бывший главкомандующий вооруженных сил Залужный. Но мне очень понравилось его выступление, он так разложил, там был бывший главкомандующий, министр обороны, была такая конференция, политические военные, там бывший министр обороны, главнокомандующий. И то, что он говорил, после его выступления поддержали там его коллеги из Германии, из Польши. То, что сегодняшняя армия Европы, она уже 4-й год, не готова воевать с Россией. И 3 армии, которые смогут спасти и готовы воевать с Россией, это американская армия, турецкая армия и украинская армия. А давайте о Турции. Да, тоже давайте задать о Турции вопрос. поговорим. 3 армии, которые готовы сегодня противостоять России успешно. Ну и Турция, в общем-то, становится страной, которая организовывает очень активно, усиленно площадку для создания вот этого формата для переговоров.